Здравствуйте, вы смотрите новости Татарстана. В студии Султан Угайбеков. Картина дня в нашем обзоре. И вот главные темы выпуска. Вопиющие случаи коррупции и критика Раисы Республики. Такие случаи негативно отражаются на репутации республики. Сдвинулись ли с мертвой точки похоронные дела в районах? Кто не докладывает асфальт при ремонте дворов? Как рисуют проекты школьной линейкой? Сегодня в нашем выпуске. Число вступающих в брак молодежи сокращается. В российских школах могут появиться уроки семьеведения. Семейные ценности – это тот разговор, который должен вестись и в школах тоже. Вопросы семьи и семейных ценностей сегодня обсудили в Казани. Подробнее об этом в репортаже Алены Струминской. Учителями славится село. Педагог есть педагог. Просто в селе учитель всегда на виду. Что обсудили на первом республиканском форуме сельских учителей, расскажет Вероника Гайнудинова. Спящей красавицей открылся в Казани Нуриевский фестиваль. 34 это танцовщика, 4 дирижера приглашенных. Кто на сцене и что в программе Международного фестиваля балета, узнала Лина Зинатуллина. При ремонте дорог в республике не докладывают асфальт. Слой на 60% тоньше. Продолжается произвол на рынке ритуальных услуг. Ряд чиновников продолжают скрывать миллионные доходы. Сегодня Рустам Минниханов провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Ему сообщили о вопиющих нарушениях во многих сферах жизни республики. Как отметили, в 2022-м коррупционные проявления отмечены при реализации госпрограмм в сферах земельных отношений, градостроительства, дорожного хозяйства, ритуальных услуг, в госзакупках и страховой деятельности. Райс республики отдельно остановился на программе «Наш двор». Так, в Елабужском и Альметьевском районах дорожное покрытие не соответствовало нормам. Толщина асфальта была меньше на 60%. В некоторых местах, не выезжая на объект, составляли план работ за компьютером, замеряя школьной линейкой. В итоге завышение суммы на миллионы рублей и выше. В Нижнекамском районе на кладбищах выявили выкопанные коммерческими структурами могилы с табличками с именами, но без даты рождения и смерти. Такая же ситуация в Альметьевске. Существенные нарушения выявлены при ремонте цирка и работе цирковой школы. Сегодня на заседании Рустам Минниханов потребовал подготовить протокол по итогам встречи, включив все предложения по борьбе с коррупцией и фактам, озвученным сегодня. Такие случаи широко освещаются в средствах массовой информации, негативно отражаются на репутации республики, вызывает недоверие власти, но и это требует реакции с нашей стороны. Профилактика нарушений – обязанность каждого государственного муниципального органа. Персональную ответственность за организацию данной деятельности несут руководители. И, конечно же, я обращаюсь к руководителям учесть это в своей работе. Город Рубежный Луганской Народной Республики стал вторым подшефным городом Татарстана. До этого республика курировала только Лисичанск. Дополнительные подшефные города регионам страны обозначены указом Владимира Путина. По поручению Рустама Минниханова в Рубежное выехали премьер Алексей Песошин и руководитель администрации Раиса Азгат Сафаров. Делегация республики осмотрела город, подписали соглашение о сотрудничестве. Главная задача – восстановить инфраструктуру – газ, воду, электроснабжение. В соседнем Лисичанске ознакомились с работами по восстановлению города. 20 тонн гуманитарного груза из Татарстана доставили сегодня жителям села Юлдуз Курганской области. Напомним, в старинном татарском селе природный пожар полностью уничтожил 280 домов. Остальные получили повреждения. Уцелели лишь соборная мечеть, школа и клуб. Гуманитарную помощь по инициативе Всемирного конгресса татар в республике собрали всем миром. Сегодня до пятничного намаза ее доставили в село. Сбор продолжается. В понедельник отправят еще одну машину. С одеждой и продуктами сейчас проблем нет. Остро нужны стройматериалы и хозтовары. Казань готовится к проведению международного форума «Россия. Исламский мир». В этом году он впервые пройдет на федеральном уровне. Ожидается участие представителей 65 стран. Одно из крупнейших и значимых событий – это Халяль-маркет. В этом году он пройдет в агропромышленном парке. На площадке в 12 тысяч квадратных метров свою продукцию представят 400 компаний и фирм. Сегодня здесь идут последние приготовления. Агропарк полностью перевели в режим халяль. С этой недели здесь уже не продается продукция без соответствующей маркировки. Репортаж Диляры Шариповой.
находимся в одной из больших продовольственных точек Казани. Здесь покупателям предлагаются сотни товаров и продукции стандарта халяль. Это и мясо, и молочная продукция, и кондитерские изделия. Все то, что не содержит запрещенных для употребления в пищу мусульман компонентов. На халяль-выставке свои продукты представят татарстанские и зарубежные производители. Семья Айрата Шарифуллина из Заинска уже 10 лет занимается животноводством. Здесь реализуют свою продукцию. Говорит, участникам форума представят товар с гарантированным качеством. Когда мясо привозим, мясо проходит через ветеринарный контроль, все проверяется. Сертификаты все есть. Все халяльно, все свое. Ильнур Бекмуллин из Буинска тоже выращивает бычков на мясо. Теперь он не просто фермер, а участник международного форума. Истинные мусульмане, они всегда уж поддерживались каноном халяль. У убойного цеха обязательно должен быть сертификат халяль. Из Ирана морепродукты, из Турции национальные сладости, такие как рахат-лукум, пахлава. Из Сенегала привезут сувениры. Главное условие для участия в маркете – наличие сертификата халяль. Полуфабрикаты, копчености, колбасы, вот эти все, они все проверены и имеют сертификат халяль. Без сертификата халяль мясная продукция здесь не продается. Агропромпарк перешел в режим халяль с 10 мая. Вот на этих пустых прилавках раньше продавали свинину. Сейчас это место освободили. За 2 месяца проверили 5000 наименований продукции на соответствие нормам шариата. Где использовалась свинина, торговля свининой в этом вот зале была свинина. Это было ритуальное омовение, так сказать. Сначала 7 раз мытье было. Это щелочь, вода, щелочь, вода, щелочь, вода. С соляным раствором все это мылось. Очень тщательным образом. У Татарстана есть большой опыт в сфере халяль. В этом году из республики экспортировали продукции на $3 миллиона. Основные потребители – Казахстан, Азербайджан, Китай, Киргизия и Узбекистан. Вообще Республика Татарстан с 2019 года активно занимается развитием направления халяль, индустрии халяль. Агрохолдинги, которые хотят расширить линейку своей продукции и выходить уже на экспортные рынки, они понимают, что это очень такое перспективное направление. Сейчас здесь идут последние приготовления. Запланированы открытие мужской и женской комнаты для намаза. Гостям форума будут помогать волонтеры, а между Казань-Экспо и Агропромпарком будут курсировать шаттлы. Диляра Шарипова, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Подлинные реликвии пророка Мухаммеда привезут в Татарстан. Экспозиция будет представлена в Болгарах в день проведения Изге Болгаржейне 21 мая. Экспонаты разместят в выставочном зале памятного знака. В этом году священный сход совпадает с международным форумом «Россия. Исламский мир». В Древнем Болгаре ожидают 40 000 гостей из 80 стран. Какие события их ждут в следующие выходные, расскажет Иван Сарафанов. Через неделю, 21 мая, в Древнем Болгаре мусульмане всего мира отпразднуют День официального принятия ислама. Его отмечают с 1989 года. В этом году гостями праздника станут и участники международного форума «Россия. Исламский мир». Это главное событие для всех мусульман, поэтому каждый год люди с радостью сюда приезжают. Здесь читают Коран и произносят молитвы и славя Всевышнего. Концертная программа, театрализованные представления и коллективные намазы – это лишь малая часть праздничных мероприятий, которые пройдут через неделю в Древнем Болгаре. Традиционно в 11 утра с приветственным словом выступит раис Татарстана Рустам Миниханов. В этом году часть программы посвятят 840-летию булгарского поэта Кул Гали и выставке пророку Мухаммеду. Отдельной особенностью этого праздника – это выставка, которая специальным рейсом приезжает из Дагестана. Это предметы пророка Мухаммеда. Выставка будет состоять из 10 предметов и будет работать только в дни праздника, поэтому надеемся, большое количество гостей смогут посетить эту выставку. На территории Болгарского музея-заповедника пройдут мастер-классы от гончаров и художников. В музее письменности научат изготавливать чернила по средневековым рецептам и постичь азы арабской каллиграфии. Нами запланированы новые выставки в Музее болгарской цивилизации, где будут показаны предметы, которые ранее никогда не выставлялись. Это кувшины большие, объемные, одежда наша национальная, домашняя утварь, предметы разного быта. В этом году отдельного трансфера для паломников из Казани до Болгар не будет. Попасть на праздник можно на рейсовом автобусе с Южного автовокзала и на метеоре с речного порта. Также в районах будут организованы специальные автобусы. В этом году в Болгарах ожидают 40 000 гостей. Большинство – участники международного форума. Еще 5 000 мусульман приедут из регионов страны. Иван Сарафанов, Данил Филатов, ТНВ, Казань.
В Буинском районе возвращают память об исчезнувших деревнях. Памятные стелы появились на месте 3 населенных пунктов – Петровка, Ягодная и Большефроловская. Ранее в Буинском районе было около 200 деревень. Половины из них уже нет на карте. Традиция установки стел существует в районе 4 года. За это время на местах бывших населенных пунктов увековечили имена 600 участников Великой Отечественной войны. На всех, конечно, документально не можем подтвердить, найти, где это было, какая деревня, какую там они несли за собой историю. Но по тем населенным пунктам, где имеется информация и ближе к инфраструктуре дороги, мы будем стараться ставить эти стелы. Татарстан заинтересован в развитии сотрудничества со Шри-Ланкой. Об этом заявил Рустам Минниханов на встрече с чрезвычайным и полномочным послом этой страны Джанитой Абивикремой Лиянаги. Отношения со странами Южной Азии остаются теплыми и развиваются в конструктивном русле. Шри-Ланка – одно из любимых мест отдыха татарстанских туристов, подчеркнул раис республики. В прошлом году произошел рост товарооборота до 36 миллионов долларов. На рынках стран Азии хорошо известны производимые в республике вертолеты Ми и КАМАЗы. Рустам Минниханов отметил, Татарстан экспортирует почти половину своих товаров и является одним из лидеров в рейтинге состояния инвестиционного климата. Прежде всего, это 2 особые экономические зоны, 5 территорий социально-экономического развития, промышленные парки, технопарки, бизнес-инкубаторы. В этом вопросе мы среди передовых регионов нашей страны. В прошлом году на реализацию 13 национальных проектов в республике выделили почти 44 миллиарда рублей. Почти 5 из них – средства из регионального бюджета. Что сделали, сегодня озвучил Фарид Мухаммедшин на расширенном заседании комиссии Татарстанского отделения партии «Единая Россия». Построили 228 школ, детских садов, поликлиник, парков и другие социальные объекты в каждом районе республики. Продолжается расселение по программе аварийного жилья. В нормативное состояние привели 83% городских дорог. Секретарь Татарстанского отделения партии отметил, все эти работы находятся под постоянным контролем. В этом году в республике планируется реализовать еще 48 региональных проектов почти на 30 миллиардов рублей. Мы в передовиках по объему привлеченных средств и со своего бюджета республиканского, и федеральных средств. И не было бы этого, если бы вот такой актив нашей партийной организации, регионального отделения партии «Единая Россия» масштабно не включился в этот проект. Здесь же подвели итоги ежегодного республиканского фотоконкурса «Нацпроекты Татарстан-2022». В этом году на конкурс поступило 2000 работ. Победителей определили в 5 номинациях. Гран-при удостоены Аксубаевский, Альметьевский, Буинский и Нурлатский районы. Очень часто задавали вопросы. Вот школа строится, она нужна. Но кто знает, что это действительно средства федеральные, республиканские, что это национальные проекты, которые действуют сегодня, будут действовать завтра, и что это эффективные национальные проекты. Мы решили наших однопартийцев, в общем-то, вовлечь в эту работу, и сами наши жители откликнулись на то, что на каждый объект выходили. Я думаю, что любой труд, если будут так освещать изнутри, с глубины, то люди, может быть, другими глазами начнут смотреть на нас. 2 татарстанца, Рустем Ахмадишин и Гульнара Фазлеева, удостоены медали ордена «Родительская слава». Указ подписал Владимир Путин. Они отмечены за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Не хватает молодых кадров, учителя из сел уезжают в города, педагогам приходится вести в школах по несколько предметов. О проблемах сельских школ сегодня говорили на форуме. Он проводится в рамках года педагога и наставника впервые в полилингвальном комплексе «Адымнар» в Казани. Участие в пленарном заседании принял и председатель комиссии по родным языкам Марат Ахметов. Как отметили на форуме, это мини-августовская конференция только для педагогов из районов. Как будут решать вопросы, расскажет Вероника Гайнудинова.
В Татарстане 848 сельских школ, в них преподают 12 тысяч учителей. Это треть всех педагогов республики. В Казань сегодня со всей республики приехали 500 педагогов. В зале учителя, руководители отделов образования, главы подселений. Главная цель – обсудить проблемы сельских учителей, объединить педагогов и повысить их статус. Учитель везде остается учителем. Мунира Хазипова преподает 40 лет. Работала в городской школе, но уже 35 лет как учитель в селе Старый Иштиряк Лениногорского района. В школе 61 ученик, 15 учителей. Рассказывает, молодых педагогов нет совсем. Раньше же было распределение. Вот закончил учебное заведение, распределяют на 3 года. И там уж замуж выходят, обосновываются. А сейчас такого нет, поэтому молодые не хотят в деревню ехать. У нас в основном уж кадры предпенсионного и пенсионного возраста. Но самый, наверное, молодой возраст – это где-то 40-45. Гульнур Давлетшина сама захотела преподавать именно в сельской школе. Сразу после университета уехала работать в родной Камско-Устинский район. Здесь как раз не было учителя физики. Сейчас ей тоже приходится совмещать несколько предметов. У меня 35 часов нагрузки, больше уже некуда. Я и физику преподаю, и алгебру преподаю, и геометрию, и астрономию. Все у меня есть. Учителей математики не хватает у нас в этой школе, поэтому я прошла переподготовку. Нехватка педагогов – одна из важных проблем в сельских школах, говорят на форуме. В малокомплектных учителя совмещают, а некоторым на занятия приходится отправляться в соседние села. В нашей школе обучается 38 учеников, преподает 10 учителей, не хватает учителя химии и физики. Для этого мы решаем вопрос таким образом, что приглашаем из других деревень преподавать эти предметы. Марат Ахметов рассказывает, он сам из семьи учителей. Вспоминает, всегда к педагогам было особое уважение, и сегодня нужно повышать не только престиж учителя, но и отношение к ним. Сегодня как в обществе у нас? Во всем винят учителя. Учеников и работой нагружать нельзя, и если плохо себя ведет, слова ему не скажешь. Нужно решать вопросы с воспитанием, показывать примеры успешного взаимодействия педагога и ребенка. Для привлечения молодых кадров сейчас есть программа целевой подготовки. Студенты обучаются на педагогов за счет республиканского бюджета. Они работают в сельских школах. За счет республики они прошли обучение. Получали по 15 тысяч рублей стипендию. И они же приезжают в свои родные школы и там продолжают. Вот мы хотим показать пример всему, скажем, населению нашей республики, другим школам. Вот так нужно вести работу. Для поддержки работает программа «Земский учитель». Субсидируются расходы на аренду жилья, ЖКХ, есть надбавки педагогам. На форуме ищут новые возможности, как вернуть молодого учителя на село. Вероника Гайнудинова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Молодежь реже женится, число разводов растет, а в школах могут появиться уроки семьеведения. Об этом сегодня говорили на круглом столе Центра семьи и демографии. В Татарстане на 1000 браков приходится 544 развода. Распадается каждая вторая пара. Это очень большая цифра. Первенцы в семьях появляются ближе к 30, а раньше в 25. Почему с браками часто выходит брак? Ученых выслушала Алена Струминская. В южной среде это сегодня приветствуется в какой-то мере, что сегодня ценности крепкой семьи не считаются важными. По данным Всероссийской переписи населения, число семей за 10 лет сократилось на 5 миллионов. Каждый год регистрируют порядка 600 тысяч разводов. При этом в Татарстане институт семьи по-прежнему крепок, отмечают специалисты. Официально зарегистрировавших отношения в Татарстане больше, чем в среднем по Российской Федерации. Мужчин на 6%, женщин на 5%. К браку в классическом его понимании молодые люди стремятся меньше. И по республике, и по стране социологи отмечают снижение официальных союзов. Чаще стали разводиться. В этом году на 7% увеличилось число татарстанцев, которые решили расстаться. Общее количество вступающих в брак людей у нас очень сильно сократилось. У нас сократилось количество рождений детей, безусловно. И если возраст вступления девушки был в 2010 году, это в среднем где-то 24 года, сейчас он приближается к 26 годам. И, соответственно, возраст рождения ребенка, он смещается уже ближе к 29 годам. В минувшем году в республике распались более 14,5 тысяч браков. Одно из возможных решений – введение в школьную программу уроков семьеведения.
Семейные ценности – это тот разговор, который должен вестись и в школах тоже, потому что не каждая семья, к сожалению, является для детей примером будущего отцовства, будущего материнства. Сегодня сказать, как будут проводиться уроки, пока рано, но то, что в этом направлении будет проводиться работа Министерством просвещения Российской Федерации, уже очевидно. Такие уроки уже есть в некоторых школах Татарстана, но они не обязательные. Депутаты предлагают их ввести в учебную программу по всей стране. Сохранить институт семьи помогают национальные традиции, говорят специалисты. Для молодежи Татарстана, представители самых разных национальностей, татар и русских, семья играет важную и приоритетную роль в иерархии жизненных ценностей. 90% наших молодых ребят говорят о том, что для них очень важна семья в жизни. Еще одна любопытная тенденция. Первенцы в российских семьях стали появляться позже. Родами в 45 и даже в 49 лет теперь никого не удивишь. Их количество за 10 лет увеличилось в 2 раза. А вот девушки до 30 рожать стали заметно реже. Алена Струминская, Лейсан Саитова, ТНВ, Казань. Фарид Мухаммедшин сегодня посмотрел премьерный спектакль Качаловского театра «Чужой ребенок». Постановка Александра Славутского по одноименной пьесе Василия Шкваркина. Комедия о любви, семье и поиске счастья. Написанная в 1933 году, она в первый же сезон побила все рекорды по числу постановок. В театре Качалова ее впервые представили в апреле. Председатель Госсовета вместе с супругой Луизой Акрамовной посмотрели постановку, пообщались с актерами и поздравили труппу с предстоящим завершением сезона. В Казани сегодня открылся 36-й Нуриевский фестиваль. В этом году он посвящен 85-летию со дня рождения великого танцовщика Рудольфа Нуриева. В первый день на сцене оперного давали «Спящую красавицу». На фестивале выступит около 100 приглашенных артистов из ведущих театров страны и зарубежья. Что в программе этого года? С открытия фестиваля Лина Зинатуллина. Каждый май с 1987 года в Казанском оперном настоящий праздник балета. В 1992 году Рудольф Нуриев сам принял участие в фестивале, а с 1993-го он носит имя величайшего танцовщика 20 века и ежегодно собирает выдающихся артистов и дирижеров. Приглашенных только творческих деятелей это 36 человек. 36 человек. 34 это танцовщика, 4 дирижера приглашенных. Приглашенные также, несмотря на то, что у нас есть свои великолепные педагоги и репетиторы, мы пригласили еще одного репетитора из Большого театра, чтобы он там подправил кое-какие вещи, которые, я считаю, что может нести свою особую, как говорится, изюминку. Первый балет Нуриевского в этом году – визитная карточка русского балета «Спящая красавица». Главная партия у Кристины Андреевой принца исполняет солист Большого театра Дмитрий Воскубенко. Партию «Голубой птицы» – японец Итару Нада из Марийского театра оперы и балета. Нуриевский фестиваль – для меня это очень важный момент в жизни, в принципе, в карьере. Очень рад выступать на этой сцене. Декорации восхитительные, потому что я как только очутился на сцене, я сразу вник в образ. Я считаю, что русский балет самый лучший в мире, поэтому всегда мечтал в России работать. Всегда в детстве, когда я только начал заниматься балетом, тоже только на русские артисты смотрел. «Байдерка», «Дон Кихот», «Лебединое озеро» и другие мировые шедевры. В программе фестиваля 9 постановок. Знаменитую Анну Каренину представят артисты Большого театра Беларуси. Завершится Нуриевский гала-концертами 29 и 30 мая. Лина Зинатуллина, Алмаз Заединов, ТНВ, Казань. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. Далее рубрика «Смысл» с Тимуром Бекмурзиным и прогноз погоды с Гульназ Гизатуллиной. До встречи. Здравствуйте, с вами Тимур Бекмурзин, и это рубрика «Смыслы» на ТНВ. Что сейчас происходит с российской и татарстанской экономикой, и какие перспективы ее ожидают, хотя бы этой осенью? Что будет с реальными доходами и занятостью? Вопросы действительно совсем не праздные. Очень упрощенно представлять ситуацию так, что санкции нам нипочем, бизнес перестроился, налаживается импортозамещение и так далее. Было бы неверно и даже опасно так думать. В реальности ситуация непростая, хотя это не отрицает того факта, что российская экономика удар санкциями в целом выдержала.
Более того, если оценивать макроэкономические показатели, они не внушают опасений. Если помните, наши западные в кавычках партнеры предрекали нам крах финансовой и банковской системы, этого нет и в помине, и более того, сулили коллапс на рынке труда, падение доходов и массовую безработицу. И с этими трудностями мы справились успешно. Так, по данным Росстата, средняя зарплата по России достигла в феврале 2023 года 65 тысяч рублей. Это на 13,5% больше, чем в феврале прошлого года. И на 27% больше, чем в феврале 2021 года. Казалось бы, темпы роста заработной платы примерно те же, что и до начала событий на Украине. Но это, надо понимать, средняя температура по больнице. В реальности, констатируют эксперты, рынок труда в России претерпел значительные изменения, и эта трансформация продолжается. Здесь есть свои плюсы для нас и свои риски, недооценивать которые мы тоже не можем. Взять тот же IT-сектор. В идеале всем нам виделась картинка. С массовым уходом иностранного софта происходит плавное его замещение на отечественные аналоги. Наверное, этот процесс где-то и идет, в каких-то отраслях более быстрыми темпами, в каких-то медленнее. Однако сможем ли мы к 2025 году перейти на исключительно российские информационные технологии? Скорее всего, нет, констатируют эксперты, потому что часть отечественных разработчиков в этой отрасли релоцировалась из страны. И как мы эту проблему будем решать сейчас и в будущем, пока вопрос открытый. С другой стороны, и этого тоже нельзя отрицать, вырос объем производства в оборонном секторе и у его поставщиков. Да, основной рост занятости пришелся на инженерные кадры и высококвалифицированных рабочих. Но и программистов в этом секторе потребовалось больше. И на рынке труда появились дополнительные вакансии. Кроме того, вопрос информационной безопасности стал значительно острее. Кому как не айтишникам его решать. Это вообще характерная тенденция, скажем, нынешняя геополитическая ситуация больно ударила по внешнеэкономической деятельности и торговле. Что делать сейчас с тем же камевояжерам и представителям по закупкам? Ведь они лишены возможности свободно пересекать границы в той же Европе. Но это еще и вызов логистическим компаниям. И, естественно, специалисты, способные организовывать новые маршруты поставок, будут и сейчас, и в будущем очень востребованы. Перестройка сейчас идет во всех отраслях и во всех сферах, и это главный фактор, который будет сдерживать рост безработицы этой осенью, о чем предупреждают эксперты. Еще одним драйвером для экономики и, как следствие, для рынка труда будет активное инфраструктурное и жилищное строительство. Это была рубрика «Смыслы» на ТНВ. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии – транспортного светофора. Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии – на перекрестках по линии тротуаров или обочин. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть или трамвайные пути после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При переходе проезжей части дороги вне пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных средств. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам, так что необходимо спешиваться. Центр списания долгов «Идель». 8 93 93 100 100. Лучше синица в руках, чем журавля в небе. Зачем выбирать? Держи журавля. Центрофинанс объявляет суперакцию. Оформи заем до 30 июня и участвуй в розыгрыше полностью беспроцентных займов. Ты не ослышался. Центрофинанс подарит бесплатные на всю жизнь займы. Хочешь узнать, как получить? Приходи в офисы Центрофинанс.
Здравствуйте! На выходные синоптики обещают вполне комфортную погоду. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево ночью местами пройдут дожди, днем же осадки маловероятны, потеплеет. Ночью ожидается около 9 тепла, днем плюс 13. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге малооблачно и без осадков. Ночью около 8 градусов со знаком плюс. Днем ожидается потепление до 18 градусов выше 0. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше небольшое количество облаков и отсутствие осадков порадует любителей тепла и солнечного света. Ночью 6 градусов, днем 18. В Арске, Кукмаре, Балтаси ночью ясно и около 6 градусов тепла. Днем набегут облака и потеплеет до плюс 18. В Болгаре, Дрожжином, Буинске облачность переменная, вероятность осадков небольшая. Ночью 8 градусов, днем 18 градусов выше 0. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыше переменная облачность, ночью 9 градусов тепла, днем плюс 18. В воскресенье очередной атмосферный фронт остудит воздух, местами пройдут дожди. Казанская швейная фабрика «Лилианс» – молодая, динамично развивающаяся компания. Расширение и модернизация производства дает возможность идти в ногу со временем, удовлетворять интересы и спрос клиентов во всех регионах нашей большой страны. «Лилианс» – это красивая, качественная, а главное – удобная одежда для дома и отдыха. В честь открытия нового магазина в торговом центре «Паркхаус» всем покупателям скидка 20%. «Лилианс» – будь красивой всегда и везде. ТЦ «Южный» 2 этаж, ТЦ «Паркхаус» 1 этаж. В Казани ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью 7 градусов тепла, днем ожидается около 20 градусов выше 0. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха 53%. Магнитное поле Земли спокойное. И традиционная народная примета на день настоящий. Какая погода будет с утра, таким и лето будет. На этом завершаем наш выпуск. В студии была Гульназ Гизатуллина. Берегите себя.